Люди с инвалидностью в коме теперь смогут приобрести коляску, трости и другие реабилитационные средства при помощи электронного сертификата. Это один из новых механизмов, который в стране был введен буквально недавно. Новшество ускорит получение технических средств реабилитации. До сегодняшнего дня купить их можно было только через госзакупки и посредством компенсации расходов за самостоятельно приобретенное гражданином изделие. И это порой занимало не один месяц. Елена Кононова о новшестве. Сегодня получить специализированную коляску или какое-нибудь реабилитационное приспособление как для особенного ребенка, так и для взрослого инвалида можно за считанные дни и при этом не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на сайт Фонда социального страхования России. В каталоге товаров выбрать необходимое изделие, поставщика, сравнить цены и рассчитать стоимость покупки, а затем здесь же подать заявление на оформление электронного сертификата. Нажимаем на электронный сертификат. Вот выходит подробная информация, особенности электронного сертификата, перечень ТСР, ссылки на сайты, как подать заявление, как сформировать заявление. Кстати, заявку на электронный сертификат можно подать и через МФЦ, портал госуслуг или фонд соцстраха. На оформление уйдет буквально несколько дней. Ему приходит уведомление о получении электронного сертификата. Вот был случай, когда человек из Пятигорска, Кабардино-Балкарская республика, при помощи электронного сертификата заказал себе трость. И ему из Ростова-на-Дону она пришла. Полностью удовлетворила качество. С момента подачи заявления до получения соответствующего вида трости прошло 5 дней. Надо отметить, что электронный сертификат – это не бумажка, как может показаться на первый взгляд. Это новый платежный инструмент в виде реестровой записи в информационной системе соцобеспечения. Он дает человеку с ограниченными возможностями право самому выбрать и купить изделие, указанное в индивидуальной программе реабилитации. Сам сертификат привязывается к карте заявителя МИР, и средства на нее не перечисляются, а резервируются в федеральном казначействе. Что особенно удобно, товар можно приобрести через интернет-магазин. Сейчас много интернет-площадок, много специалистов, которые занимаются именно через интернет, то есть те же самые консультации и так далее, и делают по индивидуальным заверкам, соответственно, те же самые тутора, которые можно заказать. То есть сделать ребенку замеры, отправить, и специалисты вам сделают в любом городе, где производят то или иное ТСР, они просто-напросто вам его сделают и вышлют на дом. И не надо ездить, то есть никуда. Для семьи, где есть ребенок с прогрессирующим заболеванием, электронный сертификат – просто спасение. Он дает возможность получить вовремя специализированное приспособление, без которого быстрорастущий малыш может потерять те функции, которые у него пока есть. До сегодняшнего дня обеспечение реабилитационными средствами проходило 2 способами. Люди изделия приобретали сами на свои средства и получали за это компенсацию. Второй вариант – через госзакупки, на что уходило до 3 месяцев. Поэтому можно представить, как долго приходилось ждать заветные изделия, о чем жаловались детскому омбудсмену Коми родители особенных детей. Проблемы приходилось решать в ручном режиме. Но на сегодняшний день мы совместно с Фондом социального страхования имеем хороший, добрый пример, когда дети получают очень дорогое лечение, дети с астмой, и начинают реализовываться те программы по средствам технической реабилитации, которые позволяют не допустить осложнений и приобретения новых каких-то дефектов у детей, потому что у них есть средства, которые их поддерживают. Те же самые коляски, которые анатомически позволяют поддерживать спинку и так далее. Впрочем, новый проект делает в России первые шаги. К системе электронного сертификата постепенно подключаются банки, которые будут обеспечивать оплату покупок, а также торговые точки, продавцы средств реабилитации. Поэтому система уже работает, но еще не в полную силу. Все ответы на возникающие вопросы по новшеству можно узнать на сайте Фонда социального страхования. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.